Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в кабинете у логопеда, конкретно у Софьи Федотовой. Софья, здравствуйте. Здравствуйте, всем Да, добрый сегодня день. мы так немножко поговорим, да, об такой проблеме, да, к сожалению, которая настигает многих семей, многих детей, да, в современном мире. Поговорим о проблемах речевых, конкретно с чем сталкиваются современные дети, с какими проблемами, да. Ага. Софья, вы как никто, да, сталкиваетесь с этим ежедневно. С чем вы сегодня работаете? Расскажите. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Софья Федотова, я логопед. Я чистый практик, работаю 8-9 год пошел логопедом. Сама по образованию тоже логопед-дефектолог, заканчивала. В свое время это еще ЯГУ был. Так, что я хочу сказать вот сейчас, в нынешнее время, в данное время, стало очень много безречевых детей. То есть, если сколько-то лет назад, например, года 3, 4, 5, 6 назад, да, мы ставили звуки часто, то сейчас дети пошли безречевые. То Вообще есть, не говорящие, да? да, вообще не говорящие. Вот такие очень часто приходят. 3-4 года обращаются мамочки, например, да, вот нам 3, 4, даже 5 лет. Мой ребенок не говорит. Или первые слоги только говорит: мама, папа, дай, все, например. Да, вот такие вот слова. Нет предложений у них, нет фразы, фразовой речи нет у них. Съедают они слова. Дети, конечно, приходят в основном с неврологией. Мы также отправляем их дальше. Ну, все дети в основном состоят на учете у невролога. Некоторые только пойдут, да. Но факт есть факт, что очень много стало безречевых детей. Алалия это называется, задержка речевого развития. Вот очень много таких случаев. И как, насколько возможно, да, решить эту проблему при помощи именно логопедических каких-то упражнений? Как считаете? Ну, Было ли на вашем опыте, да, как раз таки вот конечно, да. абсолютно не говорящий Ага. ребенок все-таки так или иначе заговорил? Да, были у нас такие случаи, у меня лично тоже много таких случаев у нас, которые ходят, да, тут же не я одна, есть тоже логопеды. Вот, безречевые дети, которые вот только-только, да, или совсем не говорят, или слоги только, приходят и спустя время, но это говорю, сразу говорю, это система нужна, систематический поход к логопеду, выполнение всех домашних заданий, потому что мы же не можем присутствовать 24/7 с ребенком. У него же своя семья, поэтому задаем домашние задания, какие-то дальше кому-то идти, к другому специалисту, да, к неврологу сходите, на массаж, дальше на реабилитационные центры отправляем, да, то есть тут работа широкая, ЛФК может получить, бассейн походить, может какие-то физнагрузки ребенку нужны. Сейчас очень много детей, как сказать, тепличных, которые сидят и все. Да, а наоборот, и гиперактивные дети есть очень много таких, у них тоже задержка речи. То есть с ними нужна определенная моторика, определенные... Мы с ними не сюсюкаемся и скажи, пожалуйста, так долго мы ничего не говорим. Конкретно дай и требуем ответ, например, да? Мы как раз-таки ожидаем, да, ребенка, чтобы уже на примере показать, да, Костя, мы ждем девочку 5-летнюю, с которой проведем упражнения. Да, это такие базовые, я там покажу, да, обязательно делаем артикуляционную гимнастику, логопедический массаж, дыхательные упражнения, потому что от того, как ребенок будет дуть, сила выдоха, от этого тоже зависит и звуки, и вообще становление речи у безречевых, потому что если касаться безречевых детей, да, у них там просто могут кричать. Да? Тут тоже надо все учитывать. У нюансов много, конечно, и работы много. Некоторые дети вот ходят 2 месяца, например, и сразу, например, ощущают, да, совсем безречевой ребенок пришел, и через 2 месяца, оп, мама говорит,
улучшения наблюдаем, да, он стал контактировать, он там стал просить, что надо. Нынешние же, не в обиду, конечно, да, мамочки, что тебе мой надо, мой сынок? А мама уже домыслила, да, ты хочешь сок или воду, и несет. А надо же, чтобы мотивация у ребенка была. Вот этому мы и учим. Сегодня у нас в гостях Вика. Мы делаем сначала логопедический массаж. Разогреваем полностью лицевую часть лица. Ага, я обычно массаж даже до сюда делаю, потому что я сразу понимаю, какой ребенок приходит, тонус есть, нету. Смотрю ручки, ножки, спинку. Вика у нее нормальный тонус, в нормотонусе, ничего у нее нет. То есть она нормотипичный ребенок. Даже по мышцам можно понять, какой ребенок, есть ли тонус или наоборот гипотонус, которые слабые мышцы. А если гипертонус, прямо он такой сжатый, весь как ежик, и гиперактивные они очень бывают. Также ушки можем, да? Да. Смотрим, какие у нас. Даже по ручкам можно понять, какие. Держи-ка меня крепко. Ух ты, какое сильное у нас. Сильное. Некоторые дети совсем сил не бывает. Посмотрим, мы будем ставить звук «р». Посмотрим язычок. Да, посмотрим, какой у нас язычок. Да, у нее звук «р». Можно язычок, логопедический массаж. Ага, вот она сама. Одеваем обязательно перчатки. Ну, можно делать логомассаж лица, например, лицевую часть, тоже с перчатками. Но я не люблю, поэтому, видите, только когда язык начинаю трогать, я одеваю, конечно, перчатки. Надо обязательно одевать. Начинаем тоже с поглаживающих движений. Смотрим, какой у нас язычок. На языке тоже могут быть вот разные, да, силы. Да. Например, очень вялый язык бывает и наоборот. А может прямо два в одном. В какой-то части тонус, а в какой-то совсем вяленький. То есть получается массаж, он вот Да. тесно связан с какими-то Вот. речевыми, да? Да, и прямо с общей моторикой. То есть перед тем, как начинать работу, мы смотрим обязательно на общую моторику, умеет ли прыгать на двух ножках, ага. Да, умеет ли вот так вообще балансировать, да, держать равновесие, например. Вот это все смотрим, учитываем. Ага, общую моторику. Я даже ручки, да, как проверяю, как Скандарбек, ну, как кто сильнее. Вот так тоже могу определить. В общем, ручки тоже бывают очень слабенькие. А это, конечно, влияет на при письме, вот особенно, да, когда в школу пойдут. Очень быстро у них могут ручки уставать, как наоборот, прямо когда держат сильно же, тоже устают. Тем более, и тем самым продуктивность снижается. Массаж языка можно делать полусидя, сидя или лежа. Так вот язык никогда у некоторых детей я не могу даже вытащить. От него вытаскивается, слюнки сильно не текут, нормально все, да, сглотни, моя хорошая. Потом я тебе дам попить, хорошо? Проблема с буквой «Р» достаточно такой распространенный, да? Распространенная проблема. Вообще, с какого возраста вы бы, как специалист, да, рекомендовали бы начинать уже бороться с этим? Именно звук «р», да, например, Ну, если вот сказать. мы сегодня будем Ну вот, об этом говорить, да? девочка как раз подошла, ей 5-й год, скоро будет 5. Нормально. Нормально подошла, да, можно с 5 лет начинать, даже с 5 до 7, даже до 8, потому что звук «р» самый сложный. Да, поэтому все, закрывай, моя хорошая. Вот и закончили мы. Звук «р» очень сложный сам по себе, потому что мышцы языка должны быть уже подготовленные. А если мы начнем вперед звук «р», а других звуков нету, это долгий процесс, тяжело, потому что надо начинать с легких звуков, например, да, с нету у нас, например, да,
Кто-то «л» не может произносить, вот это вот ставим. «Ш» также шипящий, да, «ш», «ж». Ага. Только потом, когда мы все это прошли, «р». Ага. Обычно все логопеды в конце ставят звук «р». Сейчас мы будем делать упражнение на мелкую моторику. Покажи мне свои пальчики. Вот они. Про кошку, да, у нас сегодня? Кулачок, ладошка показала. Вот ладошка, это кулачок. Вот, смотри, теперь над столом. Кулачок, ладошка, мы ползем, как кошка. Смотри, меняешь, да. Смотри, кулачок, ладошка, кулачок, ладошка. Смотри, как у меня. Немножко тяжело, да? Вот, кулачок. А вот это на переключение тут работает оба полушария. Ага, немножко. Переключиться даже взрослому не так уж легко. Кулачок, ладошка, мы ползем, как кошка. Кто это гости к нам пришел? Кошка. Кошка, к нам в гости пришла кошка и будет смотреть, как мы с тобой играем. Договорились? Хорошо? Вот. Пускай она здесь будет и смотрит на нас. Хорошо? А мы с тобой дальше будем играть. Смотри, что это у меня есть? Вот это как называется? Вата. Вата. Давай мы с тобой сделаем такие вот... Сейчас же весна, и там в гнезде есть яички такие. И оттуда вылупятся у нас птенчики. Давай? Ага, птенчики полетят наши. Вот так вот делай, вот скручивай вот так вот. Смотри, вот так вот, вот так вот. И мы с тобой будем дуть. Хорошо? На эту ватку будем дуть. Договорились? Это что? На. Это будет у нас вот как птенчики полетят. Как будто мы... Да. Но у нас с гнезда полетят они. Хорошо? Мы с тобой гнездышко сейчас сделаем. Вот. Очень аккуратно сделала. У тебя получается очень красиво. Давай. Теперь, где наше гнездышко? Вот так вот сделай. Ладошки вот так вот соедини. И вот они у тебя. Ой, какие. Ой, какие. А теперь смотри. Вдох носом. И выдох ртом. Молодчинка. Не бойся. Давай еще раз. Вдох. И дуй прямо в гнездышко. Сейчас твои птенчики полетят. Вай, полетели! Здорово? Давай еще раз. Еще раз сделаем. На ножки. Ага, давай еще раз. Давай. Сложи ладошки, как лодочкой. Вот гнездышко наше. Да? Ага. Не забываем, как мы дышим. Вдох носика. Ух, молодец! А щечки сильно не надуваем. Хорошо? Угу. Вот такое вот правило у нас. Смотри, что у меня есть. О, конфетка. Да, кто будет хорошо заниматься, тот потом получит. Да? Да. Ты у меня так, как первый раз пришла, да? Поэтому я тебе даю вот то с конфеткой. Смотри. Смотри туда. В зеркало смотрим. Язычок тянем наверх. Наверх. Во-во-во, тяни, 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 тяни. При этом, смотрите, голова не задирается, сильно назад не делается. Желательно голова прямая. И вот мы фиксируем. Вот, умничка. Теперь вниз. Вниз. Вот это упражнение называется у нас качели. Угу. Только язычком. Ага, только язычком стараемся. Вверх-вниз. Вот, моя умничка. Стараешься, да? Это очень хорошо помогает при постановке звука «р», также шипящих звуков. Угу. Вот девочка у нас, Викуля, уже немножко старается, видать, скоро у нас получится зарычать, да? Угу. Ты как тигрица у меня будешь рычать, да? Вот, умничка. Вот это упражнение в стороны называется часики. Угу. А теперь смотри, тонкий язычок тянешь, смотри, вперед. Ой, ты молодец, тяни, 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 тяни. Прямой, прямой, вот, молодчинка, все, убирай. Прямой язычок, тяни, 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 тяни. Вот ты молодец, все. А теперь, смотри, называется, будем шлепать языком, хорошо? Накажем мне послушный язычок. Он у тебя послушный, но это так называется. Смотри. Не бойся, губками шлепай.
Молодец, не бойся, сильнее можешь. Молодец. А теперь покусали язычок. Можешь подальше даже. Кусаем. Покусали. Когда они засиделись, да, мы начинаем, например, делать так. Смотри, Викуля, повторяй за мной. Прямо не бойся, не порвется, хорошо? И у и у а у а у. А можно также соединять два сразу, да, например? Да. Ага, например, смотри. И у. Молодец. Угу. Еще раз. Умничка. А теперь язычок присосали к небу, наверх, к бугоркам. Знаешь, где они у тебя есть? Открывай ротик, вот я тебе покажу. Вот сюда поднимай, к потолку. Язычок. Без этого. Без... Вот сюда толкай. Вот сюда толкай. Ага. Присосала прямо сильно, держишь? Ага. Ага. И ротик пошире, как будто немножко улыбаешься. Вот, раз, два, 3, 4, 5. Закрыла ротик, закрыла. Молодец. Еще раз. Это называется грибочек у нас. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Закрыла. Умничка. А теперь до 7 сможешь? Давай, поехали. Держи прямо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Закрывай, умничка. Справилась. Смотри, кошечка любит что? Молоко. и Молоко. рыбку. Да. Вот это тоже базовое упражнение, особенно для деток, кто только пришел, чтобы не было сильно трудно, да? Мы с тобой превратились в кого? Котика. Котика. А кошка у нас любит? Молоко. Да. Что мы будем делать? А, ты уже все знаешь? Я хотела тебе личико разрезать. Давай. Молодчинка. Вот. Смотри. Не спеши, моя хорошая. Смотри. Прямо слизывай. Вот. Умничка. Не торопись. Вот. Ай, ты моя умничка. Это тоже полезно для звуков разных. Например, ш, ж, также р. Давай моторчик заведем. Смотри. Давай д, 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 д будем. От звука д. Д, д. Просто д. 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 Сильно улыбайся. Д, 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 д. Как я ставлю звук р? Обычно я ложу ребенка, да, все к себе на коленки. Ага, ребенок ложится. Это при том случае, когда зрительно, например, не получается механическим, то есть получается при помощи чего-то. Есть специальные инструменты. Ну, сегодня мы проще, да, сделаем. Попробуем с ватной палочкой. Ну, ты все, Викуля, ложишься, улыбаешься. И объясняем ребенку, да, положение языка, губ. Улыбаемся. И просто произносишь д-д-д-д-д-д-д-д. А, чуть-чуть, ага. И я под языком делаю колебательные движения. Д-д-д-д-д-д-д. Улыбайся. Сильно улыбайся. Еще д-д-д. Д-д-д. Слышите, да, немножко такой? Еще раз д-д-д. Вот такой дом у нас. Да. Надо чуть-чуть открыть, чтобы Давай кошка дверку была. откроем, кошечки. Да. И, кошечка, смотри, вот такую дорожку будем делать. Вот такая, такая, такая. Потом дальше какой идет? Давай я тебе поближе сделаю. По идее должно быть 5 на 5, да? 5 таких, 5 таких. Ну ничего. Вот смотри, такую ищи. Найди такую. Вот я говорю, найди такую. То есть ребенок уже зрительно вспоминает, что же мне надо поставить. Как бы узор этот, да, повторить. Давай, вот этот. Дай такую. Такую? Вот как дорожку делаем. Молодец. Вот наша кошечка ждет, чтобы домой. Дальше. Вот. Умничка. Дальше. А потом мы можем отработать в гласных. Дальше слоги можем. В общем, можно также подключить руки, то есть которые сейчас, да, например,
Здесь мы пальчик, кулачок, хлопнули. Пальчик, кулачок, хлопнули. Правильно, да, сделала? Проверяем. Смотри, такой должен быть после большого. Давай поменяем местами. Вот так вот, да? Угу. Все? Пой. А. И. У. А. И. У. А. И. У. А. Все. Где наша кошка? Домики. Да, это дом. Для неговорящих детей также использую. Для нее это легко, да? Это киса. Выбираю совсем простые слова, да, по слоговой структуре. Это дом. То есть при запуске речи можно использовать такую же игру или подобные игры, например, да. Если, например, фрукты пошли, киви, там животные, там киса, зая, вот такие вот простые слова. Да. Давайте немножко, девочка большая, предлоги. Например, прыг. Ага, справа у тебя. Кто справа? То есть у нас ориентировка пространства. Говори, справа. Справа. Кто? Зайчик. Зайчик, положи на стакан зайчика. Вот. И она потом говорит, куда ты положила зайку? Стаканчик. И полностью добиваемся развития речи у нас. Я положила зайку. Говори, я. Я положила зайку в стаканчик. В стакан, что ли? На стаканчик. На стакан. Да? На стакан. Ты же не положила внутрь или под, да? Давай, прыг. Теперь прыг. Вот, заодно проверили и общую. Так, слева у тебя кто? Собачка. Собачку положи под стакан. Под стакан. Вот так? Ну, не знаю. Наверное, так. Видите, тут она уже подумала. Смотри, предложение составляй. Я. Сюда смотри. Я. Что ты сделала? Я положила Кого? Вспоминай. Тут уже память пошла, видите? собачку. Куда? Да. Под. Под чем? По стаканчикам. Молодец. Ага. Прыг. Двумя ножками, да? Ага. Это кто у тебя? Мышка. Мышку положи за стаканом. За. Она положила под. Костик остался. Ты под сделала. Давай мы спрячем вот за стаканом. Да? За. Что ты сделала? Я Мышку положила за стакан. за стакан. Молодец. А это на стакан сделай. Это кто? Смотри. Котик. Ну, положи на стаканчик. На стаканчик. Эго. На стаканчик. Угу. Что ты сделала? Я положила котика на стакан. А здесь просто прыг. Молодец. Все, на этом все у нас. Вот в случае с примером с Викой, да, с нашей девочкой, вот у нее проблема с буквой «Р». Да? Чтобы красиво начать ее произносить, вот сколько необходимо на ее примере вот таких занятий посетить? Если ребенок со звуком «Р» пришел, да, в данном случае ребенка нет звука «Р», но такой прогноз, я смотрю, что хватит ей даже 5-10, вот такой вот 2 курса в идеале. Ну, чем дольше, тем лучше. Но некоторые просят, ой, нам быстро, некоторые с улусов приезжают. Я тогда, конечно, начинаю интенсивно прямо, да, но это все дальше остается за родителем. Закрепить. Звук поставить, то мы поставим хоть за 1, 2, 3 раза поход, да, вот. Некоторым за 1 раз ставлю, некоторым там. Каждый ребенок индивидуальный. Ага, на 3-й раз, на 2-й раз.
То есть эта девочка пойдет быстро, мне кажется. Просто надо нам артикуляционную гимнастику поделать, подуть, потому что от силы выдоха все зависит. Это же надо прямо сильно дуть. Поток большой. Прямо сильно, сила нужна у ребенка. Без силы выдоха никуда. И массажик поделаем языка. Ничего, пойдет. Я думаю, это Зарычит, как вы сказали, да? Ага. Это совсем у нас легкий. Это ребеночек пришел, называется. Ага. Софья, ну я знаю, что вы работаете не только с детьми, да, но и со взрослыми. Ну и со взрослыми работаю, да. С детьми ОВЗ работаем, со взрослыми у меня, которые утратили речь после инсульта. Вот к ним я езжу домой в силу своих возможностей, времени, да, тоже курса. Но у них, как сказать, то же самое, можно сказать, методика, да, но немножко ЛФК я сама добавляю, что они же совсем лежат, чтобы совсем не лежать, немножко тоже заставляю двигаться. Но физически, конечно, надо быть очень крепким или помощник рядом, потому что очень тяжело их немножко пошевелить тяжело, потому что... Ну, я думаю, это хорошее дело, благое, да? Ага, и вот перед тем, как попрощаться, хотелось бы у вас попросить совета, да? Ну и вообще, что бы вы сами посоветовали сегодняшним родителям, детям? У меня вот такие были бы пожелания, да, к родителям, к молодым мамочкам особенно, да. Если вы заметили задержку речи у ребенка, не ждите там 3 лет или чего-то там еще. Обращайтесь, ничего страшного. Вам там все педиатры, неврологи скажут, направят куда надо, или сразу идите к логопеду, да. Но надо тоже логопеда искать, грамотного, конечно. Ну, а к одному походили, ко второму, к третьему. Ничего страшного, вот так и выбираем. Вот так и ходят. Так что не тяните, играйте вместе с детьми, контактируйте, эмоции проявляйте. Да, как бука, конечно, не сидим, потому что ребенок воспринимает речь прямо на уровне эмоций же, да. Интонация как меняется, лицо мамы, она улыбается или что там. Ребенок это все замечает. Да, Он вот вы еще, правильно сказали, что эмоциональнее нужно быть, да, с ребенком, больше общаться, конечно, сегодня. И безречевому ребенку зачем телефон-то давать так рано, да? Вот он заговорил, тогда, пожалуйста, немножко давайте. Сейчас лето, надо побольше бегать, прыгать, сон нужен, кушать надо хорошо. Вот режим дня, если будет, то все у него будет хорошо. Согласна. Всем удачи, всем здоровья. Спасибо, Софья, большое. Вам. Я думаю, мы с вами еще не раз увидимся. Какое-нибудь полезное упражнение дыхательное проведем для взрослых, да? Ну да, можно, конечно. Почему? Обязательно. Спасибо вам огромное. Вам тоже удачи в работе. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Ну а мы увидимся с вами на телеканале Якутия 24. Оставайтесь на нашем канале.